Если у тебя жена хорошая, прекрасная, ласковая, там, да, тебе воевать не с чем. Ты на расслабоне все время, да, ходишь, приходишь, альхамдулилля, хорошо, да, то есть ты не тренируешься, у тебя нет тренировки, как говорится, да, да, поэтому действительно мишари, они совершенно оправданно, но только те мишари, которые женаты на мишарках. Слабые мишари, поэтому они женятся на татарках. Слабые мишари, то есть они уже не могут уже, да, они, да. А сильные мишари, они вот берут мишарок, то есть и уже действительно живут. А татары, которые взяли мишарок, это уже при жизни аулия, то есть они еще не умерли, но уже в раю, как бы, да. То есть их имена уже вписаны в списки обладателей рая, кто, если татар берет мишарку, то есть это все уже конкретно он уже. Поэтому пожертвовал, да. Потому что самопожертвование – это самая большая награда за это идет, за самопожертвование. Он взял мишарку, значит, прикрыл другого какого-нибудь татарина с собой, да, или мишарина, так скажем. Ну, поэтому по поводу есть такой, да, старый анекдот же, когда стоят в очереди на хисаб, да, расчет идет, стоит, и один говорит там, ты, спрашивают, ты был женат? Да, был женат, кто у тебя жена? Мишарка. О, ты, говорит, все в раю, говорит. Потому что кто с мишаркой прожил, он уже все испытал, как бы, да, уже ад прошел уже, как бы, он все, в рай попадает. Стоит следующий, который стоит на очереди, приходит расчет, говорит, спрашивают, ты был женат? Да, был женат. Кто жена? Мишарка, говорит. У меня, говорит, было 2 жены, говорит, и обе мишарки. Он хочет еще больше уровень в раю, да, потому что за одну мишарку там сразу в рай, а за 2 мишарок, если жена, соответственно, еще больше уровень будет, да. Ему говорят, тебе, говорит, в ад. А он говорит, почему? У меня же, говорит, 2 мишарки, я столько прожил, говорит, столько там пережил. Он говорит, после 2 мишарок и ад покажется раем, говорит. Это старый такой бородатый анекдот. Актуальный, да? Я не знаю, поэтому у меня жена не мишарка, поэтому я не могу сказать. Но кто женат на мишарках, они не жалуются, потому что жена запрещает.